Привет всем, с вами Лайфи, и сегодня видео об уюте в комнате. Если ты такой человек, который любит менять все, как я, или ты просто переехал в другую квартиру или в новую комнату, и ты хочешь все поменять, и вообще тебе надоела своя комната, то это видео обязательно для тебя. Ну, либо ты просто любишь смотреть мои видео, тогда я вас люблю, и продолжайте смотреть мои видео. В этом видео я расскажу именно о тех вещах, на которые тебе стоит обратить внимание, если ты переезжаешь или ты хочешь просто что-то поменять в комнате. Если тебе интересно это видео, то оставайся со мной. Первое, о чем бы я хотела поговорить, это цветовая гамма. Я считаю, что каждый должен выбрать для своей комнаты определенную цветовую гамму и ей соответствовать. Соответственно, если вы хотите сделать полностью разноцветную комнату, то флаг вам в руки и, пожалуйста, делайте. Но я, например, предпочитаю более тихие и спокойные цвета и сочетание 3-4 цветов. Просто определитесь для начала, в какой цветовой гамме вы работаете, чтобы сделать свою комнату настолько уютной и подходящей по стилю, чтобы все вещи подходили друг к другу. Исходя из цветовой гаммы, ты можешь переходить к шторам, а также к декорированию своей кровати. Чтобы преобразить кровать, много не надо, просто нужны подушки и покрывало. Это все, что вам нужно. Тогда кровать полностью преобразится. Мой принцип – это не захламлять свою комнату. Я не люблю, когда каждый угол заставлен, я не люблю, когда много вещей. Лучше я уберу куда-то все по ящичкам, нежели это будет на виду, такие огромные корзины, непонятный хлам, очень много всего. Поэтому в этой комнате, в моей новой, намного меньше полок и намного меньше вещей, чем было в прошлой. Помни, что комната – это отражение тебя как личности. Все дело в мелочах, что ты хочешь поставить, даже в таких маленьких деталях, как часы, лампа, свечи. Если ты, допустим, музыкант, и ты вообще всегда играл на каких-то инструментах, то заставь свою комнату инструментами, повесь картины известных музыкантов, и это будет безумно классно. У меня есть подружка, у которой комната, она достаточно такая рокерша, я прихожу в ее комнату, она вся просто в ее стиле, все стены завешены плакатами, и это определенно ее стиль. Мне бы эта комната не подошла, но это ее стиль, это отражение ее личности. Поэтому помните, что комнату нужно сделать отражение вашей личности, потому что вы там живете, и вам там должно быть уютно. Когда-то от прошлого все равно придется избавляться, когда-то тебе придется выкинуть старые игрушки, когда-то тебе придется посмотреть вперед и сказать: сейчас я уже взрослая личность, и моя комната должна выглядеть по-другому. Давайте обобщим все, что я сказала. Первое. Вам нужно выбрать цветовую гамму. Второе. Вам нужно преобразить вашу кровать и выбрать шторы. Третье. Помните, что комната – это отражение вас и вашей личности. Никто не сможет вам сказать, какой должна быть ваша комната. Вы сами внутри должны чувствовать это. Чтобы понять, какую вы хотите комнату, какие вам больше всего нравятся, невероятное количество видео рум-тур смотрите на ютубе, и мое выйдет на следующей неделе, так что да, ждите этого видео. Четвертое. Не захламляй свою комнату и используй только то, что тебе надо. Пятое. Уют — это мелочи. Фотографии с друзьями, картинки. Шестая вещь, которая обязательно добавит уюта в твою комнату, это гирлянды. Сейчас в летний период это не очень актуально, но вот осенью, зимой гирлянды — это то, что просто прибавляет невероятного красивого настроения. Ваша комната становится уютнее в несколько раз. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы захотели хоть чуточку, но поменять свою комнату в лучшую сторону. Также ждите рум-тур, который будет на следующей неделе, и ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, мечтайте, и все ваши мечты сбудутся. Пока!